Ну что, ребят, всем привет. Вот мы и начали движение в сторону Благовещенска. Наконец-то город Якутск у нас закончен. Все, основная работа закончилась. Сейчас на погрузочку. Блин, до погрузки 1760 километров. Так, тут бреднями. Едем, Леху отправили отдыхать домой. Завтра у него самолет. И он на выходных, пока мы не доедем. Так, едем мы к переправе. Сейчас будем скоро спускаться на лед. Где-то здесь. Без навигатора. По этой дороге шиш, когда проедешь. Заблудиться легко. Вот это бережок здесь. Хорошая дорога. Да это все полбеды. Сейчас, когда пройдем лед на тот берег, в Нижнем Быстяхе выскочим. Там такой крутой подъем будет. Там надо постараться подняться нам. В основном здесь все на двух лапах ползают. То есть две оси. А мы, как сумасшедшие люди, здесь на одной оси катаемся. Есть, конечно, кроме нас, много машин на одновозах здесь. Но все равно большинство здесь местные. Короче, местные здесь никогда не купит одновозную. Всегда двухосную машину купит. Потому что Якутия, Магадан, одна ось, нет, две оси, да. То есть даже когда сейчас начнется распутиться на дорогах, снова нулевые температуры, гололедики, все одноосные будут стоять, все двухосные спокойно будут в горку подниматься, забираться. Блин, здесь хорошо, хоть нету такого сильного тумана, как перед городом. Кстати, на улице потеплело до минус 45 градусов. Вообще жара Африка стала, можно сказать, на улице. Что-то смотрел прогноз погоды. Завтра еще теплее, до минус 39 уже. То есть прекрасно. Все хорошо. Будет время, в Благовещенске покажу все-таки, что за морду я там купил на машину, да, вот. Помогла, кстати. На порядок теплее. И торпеда шахта теплая получается. Ногами встаешь тепленько. Если без этого утеплителя идешь, как бы холодно. Один шиш. Автономочку выключили, хоть пусть отдохнет чуть-чуть. Машина так нагреться и не может даже в минус 35. Но зато, блин, в минус 35 педаль сцепления мягкая, прекрасно работает. Это замечательно. Блин, путь у нас предстоит нелегкий. Время сколько? Время получается, если дома час, здесь 5. Ну, 6 часов вечера. Завтра 6, 12 до 24, 36 часов у нас. На то, чтобы добраться до Благовещенска. Телефон вроде говорит 1 день, 1 час. Но это вранье, плюс какие тут дороги местные. Главное, чтобы на перевалах никто не висел, что все было хорошо. Потому что и сейчас такие даже морозы бывают, зависают на перевалах, чтобы с машиной все было замечательно. В Томоте сделаем заправочку Арктикой. Так, ну что, где у нас там уже лед-то? Скоро, не скоро будет. Где-то сейчас уже должны съезжать на берег. А, ну да, вон они. Стоят знаки. Паспорт льдовой переправы, как там написано. И на лед, блин, реально не заблудиться. Вот хорошо, что здесь, кстати, как-то у воды нету тумана. В городе невозможно ехать, не стал ничего снимать, потому что реально видно метра 3-4, все. Туман жесткий стоит. И то эти 3-4 метра так в туманчике видать. Так, переправа открыта. Здесь у нас на этой переправе 40 тонн. В том году мы ездили через другую переправу, через сам Якутск, и выезжали в Быстяхе в середине. Там, получается, в этом году почему-то висит знак 10 тонн. Хотя лед точно такой же, также наморожено все. Так, вот он. Оп. Ну что, вот он и лед у нас. Соскочили мы. Блин, конечно, съезды. Там по летникам корзиной бы не пошоркаться.
Оп, буксуем. Причем, кстати, вот вчера мы ехали, когда сюда, в Якутск. Что, у меня еще груза 3 тонны оставалось. Вообще ни разу нигде не буксануло, даже на льду. А сейчас что-то буксуем на льду мы. Так. Потоки у нас, кстати, здесь движухи. Так, это что у нас за дорога? Так, это закрыто. Едем по этой дороге. Просто меня смущает, что встречка на нас едет. Потому что, по идее... Так, мне так шутить не надо. Не то неизвестно, куда меня этот лед может завести. Куда я уеду. Это нечаянно по льду и до Магадана можно добраться. А совсем не хотелось бы по льду до Магадана ехать. Блин, потому что мы откуда-то вот оттуда слева приехали. Но сейчас, когда спускались, налево был кирпич, движение было только сюда. Хер его знает. Тут же ни указателей, ничего. Толком не запомнишь. Они сегодня ее здесь почистили, завтра здесь почистили дорогу. Надеюсь, я вернусь на маршрут. Сейчас 15 километров чисто до переправы у нас. Лед местами в трещинах, но, как местные жители говорят, трещины это хорошо. Она на трещина идет ровно под нами. И такая хорошая, посмотрите. Трещинка. Трещины это хорошо, потому что лед в этот момент как бы намерзает, даже побольше промерзается. Примерно до 2 метров доходит льда толщина. Блин, но все равно как-то это боязно. Лед все-таки это не асфальт. Ладно, будем ехать и надеяться. Да, конечно, все будет хорошо. Все носятся здесь. 40 тонн разрешено общей массы ехать по этой льдовой переправе. Ой. Кстати, 45, хоть амортизаторы более-менее работают. 60-то вообще ужас было. Ехать невозможно. Все, вперед, не знаю, докуда сегодня дойдем, но сна у нас, к сожалению, будет мало. Главное, чтобы во вторник успеть загрузиться. Так, здесь что у нас? А, ну все, мы вот туда на угол как-то едем. Так, здесь, видите, чуть ли не перекрестки существуют. А, ну вот, да, вот встречка. Все, сейчас помню. Вот по этой дороге мы сюда же и выехали. Там встречка едет, мы едем этой дорогой. Блин, буксует. Как сейчас напишут в комментариях, конечно буксует. Как не буксовать? Это ж лед. Вода, лед. Ну да. Ладненько, ребят. Там сзади кто-то еще крадется потихоньку. Будем двигаться. Ну что, ребят, вот добрались мы уже практически до берега. Вот он, бережок уже, все впереди меня. Так, у нас скоро с вами, ну не эта горочка. Так, и вот, блин, даже здесь маленький подъемчик, нифига не получится. Спокойно. Оп, давайте мы вот сюда вот так вот влево. Тут ямка-то поменьше. А сейчас на газу, блин, я понимаю, кочки, ну, в некоторых моментах здесь кочки надо начихать. Нам надо забраться на лед, на берег. Вроде все посыпано, как бы. Должны, ну, у нас с вами главный подъем не вот этот. Сейчас здесь по поселочку. И вот дальше у нас будет вот он, зигзагообразная дорога идти. Так, зигзагообразная дорога впереди. Скоро начнется. Не скоро. Вот там будет подъем неплохой. Там на днях что-то ребята говорят, фред
пытался подняться в подъем, не вытянул его. А гололедик, как бы, даже в эти температуры. И все, и потащила его назад, кувыркнулся, на бок лег. Сам не видел, что-то ребята рассказывали. Было дело здесь такое. Все, у нас вот он подъем пошел. Так, что, может, ей механику воткнем? 8-ю. Нифига себе. Мы в подъем идем и еще типа должны уступать тут дорогу. Как так? Обычно кто на спуск идет, те уступают. Так. Самое главное, едем и ищем те места, где более засыпано, чтобы нормально она шла, поднималась у нас. Все, и пусть она на 8-й, не будем ей до конца газу давать, чтобы она не буксовала сильно. И шуруем, блин, буксует. Ладно, смотрим, пыхтим. Должны взять. Он как бы не сильно крутой, он затяжной достаточно подъем. Что-то только проценты не стояли на нем. Так, идем на механике. Держим 1400 ей оборотов. Ну все, сейчас где-то. Оп. Дын-дын-дын-дын. А, ну вот и все. Что-то даже как-то не заметил я этого подъемчика. Так, ребята, которые переправу прошли и остались до завтра здесь. А, нет, они вчера что-то здесь стояли, отогревали друг друга. Так, ладно, сейчас повернем. И на опте заправочку надо заехать будет. Все, и поедем дальше. У нас буквально метров 100, 200, 300 и связи не будет. Так, слева смотрим, никого. Вправо вытягиваем. Все, выехали. Оп. Замечательно. Так, дальний выключить. И на заправочку заскочим.